Приветствую вас, друзья! Сегодняшнее свое видео я решил посвятить такому небольшому отчету о сплаве по реке Мокша. Сплавлялись мы в конце июня на резиновых лодках с небольшими китайскими моторчиками. Планировали пройти довольно-таки большой маршрут, но планы были у нас, конечно же, грандиозные, и мы их, конечно же, не осуществили. Планировалось пройти от населенного пункта Кобылкино до впадения реки Мокша в Аку. Это предположительно где-то 600 километров. Предполагали пройти за 10 дней. В результате маршрут сократился. Прошли в общей сложности от Кобылкина до Санаксарского монастыря. Я же сам участвовал не во всех 6 днях этого похода, а присоединился только на 3-м. Дело в том, что в начале пути у ребят заклинил тот самый китайский моторчик, и они шли на прицепе вдвоем. Затем уже, когда я присоединился, привез 2 других моторчика на замену, и мы отправились в путь уже полноценно с моторами и дошли до Санаксарского монастыря. Конечно же, можно было бы пройти и дальше до Тенгушева, но решили быть осторожными, поскольку было много топляка, всякие коряги торчали из воды, и мы уже не раз нарывались на такие подобные препятствия. Мало того, что были и мели, всякие водоросли, и решили остановиться, чтобы не рисковать в довольно-таки дикой местности, которая идет после старого города. По плану мы хотели передвигаться в течение светового дня на 60 километров. На самом деле получилось чуть больше 40, с учетом того, что в начале пути ребята двигались на одном моторе, затем мы двигались полноценно, но скорость наша намного не увеличилась. Скорость моторчики давали небольшую, к тому же эти моторчики хорошо кушали бензин, поэтому по расчету нужно было больше запасов топлива. Опыт, конечно же, интересный. В таком деле нужен человек, который по любому звонку может подъехать. Вначале, конечно же, он должен доставить, затем в конце пути подобрать. И если в процессе возникают какие-то проблемы, чтобы он мог подъехать и помочь тем, кто сплавляется. Конечно же, в этом случае нужны мобильные устройства, средства связи. И поскольку сплав идет несколько дней, то нужны и зарядные устройства к ним. Некоторые пауэрбанки могут заканчиваться, но бывают такие раскладушки с солнечной батареей, которые вполне себе могут обеспечить нас электричеством для наших мобильных устройств. В целом сплав очень мне понравился. Много интересных пейзажей, ландшафтов, интересные природные места, которые показывает нам река Мокша. Но для моторного сплава все-таки эта река сложная, особенно для тех, кто сплавляется до Тенгушева. После Тенгушева говорят, что идти до Оки вполне себе на моторе можно. Есть ребята, которые сплавлялись на лодках на веслах, но это намного дольше. Сплавлялись они, этот маршрут, примерно 30 дней шли, то есть нужно потратить месяц. Следовательно, нужно все очень хорошенько рассчитать, все запасы, чтобы пройти этот путь ни в чем не нуждается. Сейчас эти лодочки, эти моторчики находятся где-то на просторах Авито. Ребята их сдают в аренду для тех, кто хочет себя попробовать на воде, на резиновой лодочке с небольшим моторчиком. Испытать себя вдруг придется по сердцу, поэтому милости просим. Где-то в Саранске эти объявления можно найти.
Всем желаю приятных путешествий, новых впечатлений, конечно же, нового походного опыта. Всем до свидания.